Сегодняшняя наша передача будет посвящена самому громкому коррупционному скандалу последнего времени, так называемому Хоргосскому делу. В течение 6 лет, начиная с 2005 года, на казахстанско-китайской границе действовала хорошо отлаженная система контрабанды, контролируемая крупной преступной группировкой. А роль мозгового центра у этого мафиозного спрута выполняла группа высокопоставленных работников правоохранительных органов. Миллионные теневые обороты, хитроумные контрабандные схемы, высокие покровители и шокирующее разоблачение. В этой криминальной истории всего хватает. Но для начала, для общего понимания всей ситуации, мы вам покажем короткометражный фильм, предназначавшийся, судя по всему, для показа руководству страны. Предвосхищая обвинения всевозможных доброжелателей в несанкционированном раскрытии госсекретов и следственных тайн, на всякий случай напоминаю, все мы граждане этой страны, и мы имеем право знать. Это наше неотъемлемое конституционное право. Агентством по борьбе с экономической и коррупционной преступностью проводятся специальные оперативные мероприятия в отношении членов организованной преступной группы, осуществляющей контрабандный ввоз товаров народного потребления из Китая в Республику Казахстан. Лидерами ОПГ являются Атарбаев Бахыт, известный по прозвищу Кучерявый, и Каирбаев Талгат, Аулие Талгат. Данные лица продолжительное время осуществляют контрабандный ввоз товаров из Китая в Казахстан через таможенные посты Хоргос и Калжат. Общая численность преступной группы превышает 130 человек. Ее покровителями со стороны правоохранительных органов являются начальник департамента таможенного контроля Алматинской области Артыкбаев, начальник 5-го департамента КНБ Республики Казахстан Жакаев, сотрудник КНБ Абдрахманов. Формированием контрабандного груза в Китай и его отправкой в нашу страну занимаются члены преступной группы, так называемые кубовщики Садыбеков Марлен, Алдабергенов Мурат, Даутов Сейдахмет. После пересечения границы под контролем членов преступной группы Баймурзина Мирея и Сералиева Желтая контрабандный груз с поддельными документами проходит таможенную очистку на складах временного хранения Алматинской области. Для разоблачения преступных действий членов ОПГ совместно с Генеральной прокуратурой разработан план оперативно-розыскных мероприятий, и в оперативную разработку внедрены ряд сотрудников органов финансовой полиции, в том числе начальник департамента финансовой полиции города Алматы Дуйсенов. Установлено, что еженедельно через таможенные посты Хоргос и Калжат контрабандным грузом проходит от 50 до 120 автомашин, и теневой оборот составляет от 2 до 3 миллионов долларов США. При этом за каждое пересечение границы с одной автомашины производится незаконный денежный сбор в сумме 24 тысяч долларов США. На сегодняшний день теневым кассиром Тулибаевым накоплен 1 миллион долларов США для их последующей передачи внедренным сотрудникам органов финансовой полиции за осуществляемое под легендой покровительство преступной деятельности ОПГ. В настоящее время органами финансовой полиции проводятся оперативные комбинации по установлению всех членов ОПГ и сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих провоз контрабандного груза. Во исполнение плана оперативных мероприятий сотрудниками органов финансовой полиции оборудованы специальной техникой 2 автомашины для видеофиксации преступной деятельности членов ОПГ, и уже осуществлен их выезд по преступной схеме маршрута в Китай. Членами преступной группы соблюдается жесткая дисциплина и внутренняя иерархия, где на каждого члена ОПГ возложены обязанности по обеспечению беспрепятственного прохождения контрабандного груза на закрепленном участке трассы, включая погрузку в Китае, прохождение границы, сопровождение до СВХ, таможенную очистку и разгрузку на складах в городе Алматы. После каждой операции члены ОПГ отчитываются перед руководителями группы о количестве автомашин, осуществивших контрабандный ввоз, и сумме полученных денежных средств. А что за игрушки кто вытаскивает, кроме нас? Қай фирмаға шығып ол? Лайлаға? Кім шығарып оны? Исмар. Исмар шығарады. Еще кто шығарды игрушку? И Қанат шығарды. Какой Қанат? Өзіміздің Қанаттан, конечно. Еще кто шығарды? Одан кейін Каримиров шығарды. Болды, а? Осы демалыста үшеуге. Басқа ешкім шығарған жоқ игрушку? Алдыңғы демалыс. Жоқ, алдыңғы. Маркуша деген сияқты. Жоқ, олар шығарған жоқ. И еще чужие облысқа шығып ешкім жоқ па басқа фирмамен? Алдыңғы демалыста бір машина шыққан. Кім шығарды оны?
Оны мында келген третий зам бар ғой? Кто третий зам? Че Сол шығарған болатын. заму скажет, Иә. Индус скажет, нет, заму уберем это свободу. Че, он комендант стал, что ли? В ходе разработки зафиксированы факты передачи внедренным агентам денежных средств члену ОПГ Кажибаеву Мейрамбеку для формирования черной кассы и распределения между членами преступной группы и их покровителями из правоохранительных органов. Имеются записи с камеры видеонаблюдения с места встречи руководителей преступной группы и их покровителей из КНБ Республики Казахстан. В настоящее время проводится оперативная комбинация по фиксации встречи внедренным сотрудникам с лидером ОПГ Атарбаевым. Мне надо будет на границу съездить, там с вашими ребятами там есть, с ними перетереть, то есть чтобы они мне Харгосского уже полностью как бы показали, что как там это ситуацию. Встретят там, покажут. Да, встречу ситуацию. И потом, что я еще Баки говорил, мне нужны, короче, списки людей, то есть, которые будут со мной. На границах. На границах, ну, как бы контролировать, на дому, на границе и потом в таможне. В ходе разработки проведены оперативные записи встреч членов ОПГ и внедренного агента. Когда таможенная касса снижена у тебя, да, и чтобы я тебе страховал всегда. У кого еще? У тебя страх? Полностью таможенная. Кому что ты даешь? Я тебе хорошо сказал, я тебе должен в Арбенскую всю до грамма. Только знаешь, я никому жизнь не говорил. Правда, для интереса сколько здесь? Вот так, допустим, касса 100 тысяч тенге, а на год шапка будет миллион. Тенге? Вот такие суммы. Там были суммы огромные. А что, браток, Курман сейчас 4 тысячи, потом еще миллион тебе шляпу берет. Как? Вот так говорят. После установления всех причастных лиц к преступной деятельности ОПГ, а также фиксации и документирования их незаконных действий в ходе проезда конспиративных автомашин из Китая в Казахстан будет произведено полномасштабное задержание. Оперативные мероприятия продолжаются. Схема доставки из Китая в Казахстан контрабандных грузов не отличалась какой-то особенной оригинальностью. Впечатляют лишь умопомрачительные масштабы. Криминальная структура еженедельно собирала с коммерсантов дань до 3 миллионов долларов. И это происходило из года в год. Сложно придумать большую угрозу для безопасности страны. Причем не только экономической. Кто даст гарантию, что завтра преступная организация с такими финансовыми возможностями не станет спонсировать предвыборные кампании угодных ей политиков? Такой высокодоходной криминальной структуре вполне по карману купить места для своих людей в парламенте или в правительстве. Или пролоббировать тот или иной закон, защищающий их меркантильные, не слишком законные интересы. Или спонсировать собственную армию наемников. И тут не нужно быть Нострадамусом или Вангой, чтобы прогнозировать, насколько быстро при таком незавидном раскладе все мы можем стать заложниками криминальных схем. Поэтому расследование, начатое 2 года назад финансовой полицией, имеет для нашей страны жизненно важное значение. Ведь недаром к нему подключились все остальные правоохранительные органы.